Усмешкі, музыка і адчуванне вясны. Такая атмасфера вітала ў галоўнай установе культуры горада ў апошнія дні лютага. На 2 паверхах разгарнуліся лакацыі дэкаратыўна-прыкладной творчасці і жывапісу. Прадстаўнікі каледжаў праводзілі розныя майстар-класы, знаходзілі сваіх аматараў і цікавыя фотазоны. Ярка і маштабна сустракалі ў Палацы культуры фіналістак конкурсу «Жанчына года 2025» сталічнага рэгіёна. І сярод іх дырэктар установы Татьяна Цыгалка. Почти 4 года я возглавляю самое уникальное учреждение культуры Минской области. Задача перед нами стоит сложная, но очень интересная. Мы стараемся своими мероприятиями, своими новыми проектами привлекать как можно больше самых активных, самых интересных и искренних людей. Мы уже активно начали подготовку к фестивалю белорусской песни и поэзии «Молодечно-2026». Уже в рамках фестиваля запускаются проекты, которые будут направлены на поэзию, на творчество, на музыку. И мы рады пригласить всех наших зрителей, посетить эти мероприятия. Конкурс «Жанчына года» праводзіцца ў рэспубліцы ўжо 17 раз. У кожнай з удзельніц свая гісторыя і свой жыццёвы шлях. Яны маюць розныя прафесіі, займаюць розныя пасады, але ўсе імкнуцца сваёй працай, адносінамі да іншых людзей, узорным мацярынствам зрабіць гэты свет лепшым і прыўнесці ў яго сваю долю дабрыні і любові. Как говорится это в словах гимна Белорусского союза женщин, главная сила – это любовь. И это действительно так. Мы, мужчины, в детстве любим маму и слушаем ее беспрекословно. Повзрослев, обретя свою вторую половинку, мы слушаем и уважаем свою супругу. Но когда появляются наши дети, мужские сердца, отцовские сердца тают от слов любимых дочерей. Спасибо вам за это прекрасное чувство, надежное ваше плечо и неимоверную поддержку, которую вы оказываете нам и всему белорусскому народу. Пераможцаў журы вызначала ў розных намінацыях. Заслужаныя ўзнагароды атрымлівалі паспяховыя кіраўнікі прамысловага і сельскагаспадарчага сектара, аўтары розных грамадзянскіх ініцыятыў, гаспадыні вёскі. Нашы жанчыны займаюцца і валанцёрскай дзейнасцю, не забываюць пра духоўнасць і культуру. І зразумела ж, асаблівыя словы падзякі жанчынам-мамам, якія выдатна сумяшчаюць работу і выхаванне дзяцей. За кожнай гісторыяй поспеху праца, памножаная на талент. Беларускі застаюцца не толькі захавальніцамі культуры коду краіны і сямейных каштоўнасцяў, але і высокакласнымі спецыялістамі ў самых розных сферах. У меня 15 детей, 10 девчат, 5 мальчиков. Мне очень приятно, очень красиво здесь, на этом празднике. Очень все красивые, нарядные. Секрет семейного счастья – это главное, что детки все здоровые. И они с родителями общаются хорошо, все дружат, все взаимопонимание есть. И главное, чтобы они уважали других. Подниматься на сцену как победитель всегда неожиданно и очень приятно. Я работаю в одном из самых, наверное, молодежных и успешных медиахолдингов нашей страны. Поэтому искренне считаю, что эта победа не только моя, но и всей нашей команды. Потому что все проекты, все идеи, задумки мы реализовываем сообща и вместе. Если солнышко пригреет, то путник снимет плащ, а от дождя и холода он еще укутается сильнее. Поэтому, если хочешь достичь каких-то успехов, да, ты в первую очередь должен понимать, что рядом с тобой человек, который тоже нуждается в твоем внимании и даже, может быть, заботе. У нас есть такая проблема, мне кажется, у каждого из нас сейчас есть проблема. Всем хочется любви и внимания, чтобы просто услышали или выслушали. Вот мне кажется, женщина-руководитель, если не пренебрегает этим, да, она достигает успехов. У номінацыі «Віват моладзь» прызы фіналістам конкурсу ўручаў старшыня маладзечанскага райвыканкама Павел Губко. Ён пажадаў удзельніцам быць пачынальнікамі добрых ініцыятыў і спраў і сваёй станоўчай энергіяй дзяліцца з іншымі. Юные девушки уже сейчас своим трудолюбием, своими успехами в учебе, в труде, своей активной жизненной позицией убеждают нас в том, что будущее нашей страны в надежных руках. Творчыя калектывы падаравалі ўсім гледачам яркую канцэртную праграму. А паколькі сёлетні год аб'яўлены ў краіне годам беларускай жанчыны, то наперадзе шмат цікавых і розных мерапрыемстваў, як рэспубліканскага, так і мясцовых маштабаў, дзе прадстаўніцы прыгожай паловы чалавецтва будуць прымаць удзел самыя актыўныя.
конкурс «Краса Беларуси» пройдет во всех регионах и закончится республиканским конкурсом. Наши супербабушки заявят о себе громко. Мы решили провести тоже такой республиканский конкурс «Супербабушка». Тоже он пройдет сначала по всем регионам, потом мы увидим на уровне республики уже самых наших лучших бабушек, победительниц этого конкурса. Мы посадим всей страной, всем нашим женским сообществом большой яблоневый сад для того, чтобы оставить память про год женщины. Это будет не просто сад, а каждую осень мы обязуемся, что весь урожай, который мы своими руками соберем из этих садов, будет передан старикам и детям, тем, кто в этом особенно нуждается. Президиум Белорусского союза женщин выбрал сегодня 7 финалистов из 35 женщин, которые будут представлять нашу Нищину на республиканском конкурсе «Женщина года». И нам очень приятно, потому что все женщины, правда, такие красивые, такие все семейные. Они по-настоящему любят свою землю там, где родились, свою родину, свою семью. И еще находят время помогать другим семьям и другим людям. Вот это самая настоящая ценность тех женщин, которые сегодня здесь были на сцене. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.